Всем привет, с вами эксперт общественного фонда «Гражданская платформа», и сегодня поговорим об азартных играх. Как вы знаете, казино, игровые автоматы, букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены, но в последнее время обсуждается их возврат на отечественный рынок. Сейчас на общественном обсуждении находится законопроект об игорной деятельности, инициированный Министерством экономики и коммерции. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Начнем сразу с наиболее интересных моментов. Если вы заядлый игрок и рады потенциальному возвращению азартных игр, спешу вас огорчить. Граждане Кыргызстана не смогут ходить в казино. Не получится у них поиграть и на игровых автоматах. Ну и букмекерские конторы, кстати, тоже мимо. Хотя и тут не все так однозначно. Дело в том, что законопроект не содержит реальных механизмов регулирования этого вопроса, что уже является большим риском. Да, часть 6 статьи 15 говорит о том, что сотрудники игорных заведений будут обязаны проверять у клиентов их паспорта. Но сколько, например, кыргызстанцев имеют двойное гражданство? Существует ли вероятность, что такие лица просто будут показывать второй паспорт и умалчивать о своей принадлежности к гражданству Кыргызстана? Безусловно, такая вероятность есть. Также непонятно, что будет мешать тому же сотруднику игорного заведения за определенную плату впускать людей в казино без проверки паспорта. Из этого появляется другой риск – лудомания, то есть игровая зависимость. Известны случаи, когда люди проигрывали недвижимость и автомобили, семьи оставались без кормильцев. Кстати, эти факторы сыграли важнейшую роль при принятии решения о запрете игорной деятельности в Кыргызстане. В итоге остается непонятным, если кыргызстанец или несколько кыргызстанцев в качестве клиента все же попадут вовнутрь, как их будут распознавать и выводить. Вопросов в этой части законопроекта больше, чем ответов. Поэтому вызывает сомнение целесообразность вводимых барьеров, которые не в полной мере будут обеспечивать те цели, ради которых они были созданы. Еще в законопроекте существует и явный пробел. Согласно статье 15, клиентам запрещается находиться в игорных заведениях в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кто будет определять, насколько сильно пьян человек и, главное, каким образом, непонятно. Также остается открытым вопрос, почему инициаторы умолчали про другие виды опьянения, например, наркотическое. В справке об основании к законопроекту говорится о необходимости пополнения госбюджета. Но в самом ли деле игорный бизнес может быть настолько прибыльным для государства? Для этого давайте посмотрим на международную практику. Скажу сразу, учтены будут докризисные периоды. Итак, Россия. Возьмем для примера сферу казино, которые разрешены там только в некоторых специальных игровых зонах. Совокупные налоговые поступления от этих зон в 2018 году составили около 2,5 миллиардов рублей. Казалось бы, крупная сумма. Однако в том же году федеральный бюджет в целом от всех налоговых поступлений получил почти 12 триллионов рублей. Таким образом, получается, что казино принесли российскому бюджету всего 0,2% от всех налоговых поступлений. Теперь Казахстан. Доходы государственного бюджета соседней республики в 2019 году составили 9,7 триллионов тенге. Игорный бизнес принес 21 миллиард, то есть это 0,2%. А сможет ли Кыргызстан стать азиатским Вегасом? Большой вопрос. Пока же законопроект об игорной деятельности находится на общественном обсуждении. Оно продлится до 27 апреля. А сразу после Минэконом предлагает рассмотреть проект закона вне очереди, сразу в 3 чтениях. Если предложение будет поддержано и парламент одобрит инициативу, то на подпись к президенту закон поступит со всеми рисками, которые в будущем могут вызвать немало проблем в части правоприменения. Поэтому для минимизации рисков важно подойти к этому вопросу более детально, проработав все неоднозначные нормы. Кроме того, необходимо восполнить пробелы, которые, безусловно, есть в этом законопроекте. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ждите следующих выпусков.